Заплатили, но ничего не изменилось. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане стали обманывать молодых людей. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Те молодые люди, которые хотели пройти срочную службу в составе мобилизационного призывного резерва, длительность которой составляет всего 1 месяц, и получить военный билет за деньги, уже несколько месяцев находятся в подвешенном состоянии. Власти говорят, что они готовятся для мобилизационного призыва. Сначала сказали в июне, затем в июле, теперь в августе. В соответствии с новой редакцией закона о воинской обязанности в Таджикистане, молодые люди могут стать обладателем военного билета, заплатив около 27 тысяч самани всего за 1 месяц военной службы. Некоторые из тех, кто хотел воспользоваться этим видом срочной службы, говорят, что заплатили деньги и прошли медкомиссию, но сведений о том, когда они прослужат месяц и получат военный билет, до сих пор нет. Фируз, 21-летний житель Нурека, говорит, что внес деньги за службу в феврале этого года, но когда их вызовут в мобилизационный резерв, не знает. Мы заплатили в казну 26 680 самани. У нас есть квитанция. Сказали, что призовут на службу на месяц в мае. Мы дважды проходили медкомиссию, потом сказали в июне, затем в июле. Вот уже август на носу, а нас до сих пор не пригласили, сказал он. Собеседник добавил, что несколько раз обращался к соответствующим чиновникам, но внятного ответа так и не получил. Я раньше работал в России. Районные власти вынудили моих родителей вернуть меня обратно, чтобы отправить на службу в армию. Я отдал деньги, которые накопил на свадьбу, на месячную военную службу. Хотел быстро отслужить и вернуться в Россию, а теперь вот остается только ждать, посетовал он. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Другой молодой человек из Исфары говорит, что собирался подавать документы для продолжения образования в России, но до этого хотел пройти платную службу. Ему также сказали, что в июне его призовут на месячную службу. Мне позвонили в июне и сказали подъехать к военкомату. Я, бросив все, приехал, прошел медкомиссию. Сказали, 15 июня мобилизуют на месячную службу. И на этом все. Никуда до сих пор не вызвали. Обращаюсь и говорят, пока еще нет приказа. А ведь должен был выехать на учебу. Но теперь дело принимает совсем другой оборот, рассказал собеседник. В январе 2021 года в Таджикистане был принят закон о воинской обязанности. Впервые в истории страны этот закон предусматривал платный вид службы. По нему у молодых людей была возможность получить военный билет, заплатив деньги и прослужив всего месяц. Последние 2 призыва, набор юношей в армию, осуществляется на основании этого нового закона. Пресс-секретарь Минобороны Фаридун Махмадалиев сказал, что молодые люди, заплатившие деньги, будут призваны на службу после того, как будут готовы места дислокации мобрезерва. Эти места должны полностью соответствовать требованиям. Кроме того, там есть и другие запланированные мероприятия. Их обязательно пригласят в течение августа или, скорее всего, в конце августа, пояснил он. Комментируя задержку призыва юношей на платную службу, некоторые эксперты отмечают, что механизм нового вида службы еще не отлажен должным образом. Дилрабо Самадова, глава Офиса гражданской свободы, говорит, в прошлом году осенью несколько человек прошли этот вид службы. Качество не такое высокое, так как сейчас нет специальных мест для прохождения службы в составе мобрезерва, нет специально обученных для этого офицеров, нет специальной программы. Конечно, я не знаю полностью картину, но достаточно наслышана об опыте других. Качество этой формы службы должно быть улучшено. Это ведь тоже военная служба и тот опыт и навыки, которые молодые люди осваивают за 12 или 24 месяца срочной службы, эта группа должна получить за 1 месяц. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что закон сделали, подписали, а не подготовились? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!